Тамерлан Беков и подумать не мог, что очередная поездка в горы к Радовым башням станет для него историческим днем. В Лежги представителей рода Бековых ждала неприятная картина. Один из двух склепов рядом с боевой башней обвалился, предположительно из-за того, что кто-то утащил угловые камни могильника. Один из склепов совсем был разрушен. Была попытка там унести камень фундаментный, который находился там в основании. И после этого, наверное, от воды или от дождя вынесла часть костей, предметы разные. Но смотреть на это было очень тяжело. Тамерлан и его родные решили, ценные артефакты в разрушенном склепе оставлять нельзя. Они могут стать легкой добычей для чернокопателей. Поэтому их решили передать в музей краеведения. Все, что получилось собрать и почистить, теперь хранится здесь. Ну вот это практически единственный рисунок. Здесь более тонкие. Бусины, наперстки, ножи, ножницы, 4 разновидности кресел и оселки. Предметы быта, часть одежды и украшения, по предположительным данным, датируются поздним средневековьем. Это боевые ножи, это чисто бытовая утварь, как те ножи, которые пользовались в быты люди. Ну и говорит об аристократичности ингушской нации, то, что вот наличие небольших ножиков, которые пользовались в приеме пищи, например, да. Десятки вещей, найденных в Лежге, имеют свою уникальную историю. Однако наибольший интерес у музейщиков вызвали серьги-подвески и кусачки. Мы можем предположить, что это кусачка для ногтей и чистилка для ногтей рядом. Это с наличием бронзы здесь идет предмет, он не железный, с такой вот петелькой для подвешивания, то есть в то время женщины следили и за внешностью, и за своими ногтями. Находки имеют неоценимое значение не только для выходцев из селения Лежги, но и для всего ингушского народа. Когда смотришь, что некоторые памятники наши разрушаются, то становится очень грустно, тяжело. Артефакты будут реставрировать и консервировать, после чего они пополнят выставочный зал археологии, где любой желающий сможет их увидеть. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.